Год театра в Ингушетии, как и обещалось, стал насыщенным на культурные мероприятия. Всего за отчетный 2019, согласно основным показателям деятельности, театрально-культурными, культурно-досуговыми и библиотечными учреждениями их было проведено больше 4000. Если сравнивать эти показатели, намного выше, чем в 2018. Помимо прочего, в 2019 году количество зрителей на культурных мероприятиях составило более 700 тысяч человек. Об успехах, достигнутых культурно-досуговыми центрами, рассказала исполняющая обязанности замминистра культуры и архивного дела Айна Ильясова. Деятельность Министерства культуры и архивного дела Республики Ингушетия в отчетный период 2019 года была направлена на выполнение задач, определенных Майским указом президента Российской Федерации 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. В 2019 году Ингушетия познакомила многие страны с традициями, обычаями, кухней и танцами народа. Прикоснуться к истории региона через ее культуру смогли жители таких стран, как Франция, Азербайджан, Польша. Среди мероприятий данного направления необходимо отметить концерт Государственного ансамбля народного танца Ингушетии в рамках программы 22-го фестиваля российского искусства в Каннах, Франция. Участие детской студии Лиги Государственного ансамбля народного танца Ингушетии в 5-м международном фестивале фольклорного танца «Мост дружбы» Баку. Также в рамках многолетнего культурного взаимодействия двух соседних республик было реализовано 15 мероприятий на территории населенных пунктов пригородного района РСО Алания. Как и обязывал план прошлого года, большую работу региональный Минкульт провел с театрами Ингушетии. Одним из крупных мероприятий стал этнокультурный проект «Легенды Ингушетии». Помимо этого, театры республики пополнили свой репертуар 3 новыми спектаклями «Гроза» и «Раздайна Синош» и обновленная версия спектакля «Пока Арба не перевернулась». Участвовали в гастролях в соседних республиках. Республика Ингушетия приняла эстафету театрального марафона. У нас в Доме культуры города Назрань прошло мероприятие по закрытию и открытию года театра. Мы принимали участие с гастролями. Наш Русский государственный музыкально-драматический театр выступал в городе Грозном. В Республику Ингушетия приезжал Ставропольский театр имени Лермонтова, показывал свои спектакли. То есть активная работа велась именно по театральному направлению. Укрепилась материально-техническая база на наших театрах. То есть мы приобрели и оборудование, и транспортные средства для наших учреждений театральных. Говоря об открытиях, в 2019 году распахнули свои двери 6 новых домов культуры, построенные по самым современным строительным технологиям. Благодаря этому улучшились и условия содержания библиотек сельских поселений. Буквально вчера мы открыли один объект в сельском поселении Плиева. И, на мой взгляд, очень качественно. И подрядчики сделали свое дело. И глава был очень доволен. И оборудование, которое мы при мне уже так будем говорить откровенно. Мы контролировали все эти вопросы, чтобы и оборудование, и сцена, одежда, и кресла, чтобы все было качественно. Кроме перечисленного, музеями республики проведены мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» и «Ночь искусств», также посвященные памятным и праздничным датам. Проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие и популяризацию культурного наследия Ингушетии, возрождение старинных обычаев и традиций, выставки, посвященные юбилейным и знаменательным датам истории Ингушетии и России, профессиональным праздникам, экскурсии и лекции на стационарах по действующим музеям, экспозициям и выставкам. Традиционно на итоговой коллегии ставятся задачи на 2020 год. Как отметил министр культуры, первым делом необходимо реализовать все мероприятия, намеченные в рамках празднования 250-летия единения республики с Россией. В планах ведомства организовать Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации, Госдуме, в других российских регионах и странах СНГ. Завершением этого тура станет гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце. Мы планируем провести фестиваль симфонических оркестров, выпустить книги писателей и поэтов, выездные выставки наших музеев. Начнется работа по реконструкции театра юного зрителя. Начнется строительство 4 учреждений культуры: Русского музыкально-драматического театра Республики Ингушетия, Государственного колледжа искусств.
В этом году особое внимание будет уделяться новым объектам культуры. В частности, как отметила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Марем Амриева, нужно создать достаточное количество кружков и любительских объединений, разножанровых коллективов народного творчества в новых домах культуры. Главой республики поставлена задача и перед правительством, и перед Министерством культуры, чтобы дома культуры заработали для того, чтобы решить самую главную задачу. Это как большее, возможно, большее количество населения привлечь вот именно в культурную среду, чтобы люди участвовали в культурных мероприятиях, посещали концерты, музеи, другие учреждения. Завершая коллегию, министр культуры Тамерлан Зейтов отметил необходимость продолжать работу по исполнению нацпроектов, не забывая при этом и о реализации других государственных программ. Жарадат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24.